Во время капитального ремонта мы заметили, что радиаторы устанавливают возле входа на лестничном проходе, потому что хотелось ремонта на высоте, но пока на высоте только батареи и трубы. Все остальное ниже плинтуса, как канализация, так и текущая крыша. Так считает Гульфиза Галимзянова. Всякий раз, входя в подъезд, она боится, что все посыпется. Как эти радиаторы себя поведут, например, после прорыва горячей воды, и как вообще этот дом должен был выглядеть после капитального ремонта, сегодня жильцов уйма вопросов уже к управляющей компании, к тому, что, начиная работы, никто не спросил их мнения. Гульфиза Галимзянова была председателем совета дома, когда здесь начали делать ремонт. Рабочие покрыли крышу, но жительница уверяет, что она не перестает течь. И закрыли подвал. Женщина считает, что из-за своих же ошибок. в подвальном помещении они провели канализацию трубы нарушений. Управляющая компания здесь, в этом случае, поступает правильно, обеспечив, значит, чтобы никто посторонний в подвальные помещения не проходил. За спиной у жильцов уже обращение в Верховный суд Татарстана. Сегодня с этим вопросом они пришли на прием к уполномоченному по правам человека. Есть вопросы, которые требуют сегодня и визуально посмотреть, насколько объективно данное обращение. И если действительно подтверждается, совместно с экспертами мы, естественно, будем обращаться и в управляющую компанию, и в ту организацию, которая проводила данный капитальный ремонт, для того, чтобы довели до конца все запланированные работы. В управляющую компанию сегодня обращались и мы. По словам специалистов, сегодня здесь официальный день приема населения. Пока запрос остался без ответа. Таких же обращений на приеме граждан сегодня 8. Где-то капремонт даже не предвидится, где-то ремонтировать уже нечего. Алина Салахова из Зеленодольска на грани выселения. Их дом подлежит сносу. Жильцам не предложили альтернатив, кроме как продать квартиры. Все вопросы нарушения прав отправлены в работу. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.